Преданность слуги познается в трудное для государства время. Настоящий герой рождается в смутные времена. Подобно героям Хорезма Цешили, Тимур Мелику и Джалаладдину, все они достойны называться преданными слугами страны и народными героями. Перед лицом захватчиков они показали свою отвагу. Они заставили Чингисхана уважать себя. Их имена навсегда останутся в истории такими же яркими, как имена их победителей. Чингисхан. Главный руководитель проекта Джан Гуамин. Идея Гэ Цзянь. Сценарий Шу Чжисянь, Чжу Яутин. В главных ролях Ба Лин, Сажень Гауа, Джао Хэнсюань. Главный оператор Гэ Житу. Постановка трюков Цзэ Вэйчун. Музыка Джан Чаньи. Главный продюсер Батыр. Режиссер Чжу Вэньцзе. 28-я серия. Султан совсем потерял разум. А этот рожденный тюркской неразумной женщиной принц Джалаладдин постоянно зарится на место кронпринца. Если он придет к власти, нам, людям Тиньша, не поздоровится. Нужно избавиться от султана Мохаммеда и сделать наследного принца новым султаном. Избавимся сейчас же. Идем. Не нужно верить всему, что говорит эта ведьма. Но не верить совсем мы не можем. Да в это совершенно невозможно верить. Брось, хватит. Неважно, что говорит Дуали. Когда-то ты тоже не соглашался вступать в Газни и Ирак. Отец, я не согласен бежать, сломя голову. Хватит. Не стоит тратить слов на тему, которую мы уже обсуждали 100 раз. Сегодня я хочу тебе сказать то, что ты должен навсегда запомнить. Война — это не детская игрушка. Ваше Величество, сегодня вечером вам лучше не покидать свою охрану. Почему? Потому что кто-то вас хочет убить. Стреляйте! Кто-то убил его Величество Султана! Султана стреляли! Слушайте, вчера вечером султан Мохаммед отправился к праотцам. Сейчас его душа уже в райских кущах вместе с прошлым правителем. Как главный министр по приказу вдовствующей императрицы Теркен, я объявляю маленького наследника принца новым султаном. Принц Джалаладдин, скорее сойдите с коня и поклонитесь новому султану. Что ж, я очень хочу сделать то, что вы мне говорите. Однако кое-кто здесь не согласен. Кто? Кто осмелился не согласиться? Пусть он выйдет. Мой солдат был убит теми, кто задумал убить меня. Пусть Аллах в своем яростном гневе разнесет сатанинскую голову этого бунтовщика. Да здравствует султан Мухаммед! Долгих лет жизни нашему султану! Отец, нельзя дать ему уйти. Они в страхе не знают, куда бежать. Джебе позаботится об этом деле вместо меня.
Докладываю вам, генералы, жители города наотрез не хотят вас слушать и отказываются отдавать вам что-либо. Что же, Субутай, придется сражаться? Брось. Важнее догнать султана Мухаммеда. Выступаем. Монголы уходят! Ну что, они еще что-то кричат? Убить их всех без исключения, остановиться! Захватить город, убить всех жителей! Братья, чего вы ждете? Вперед! Вперед! В то время как Джебе и Субутай захватывали город, султан Мухаммед и его охрана спешно бежали в город Нишабур. А покинувший султана главный министр сошелся лицом к лицу с триумфально возвращающимся Джебе. Город Нишабур. Приветствую тебя, вдовствующая императрица-мать и образец женской добродетели. Генерал Тимур-Мелик, почему твой великий султан не пришел встретить меня? Он не знает, что вы прибыли в город Нишабур. Чем он занят? Он плохо себя чувствует, как физически, так и морально. Отведите меня к нему. Завоеватель западного мира султан Мухаммед превратился в ходячий труп. В то время как завоеватель восточного мира, хотя и чувствующий уже постепенное приближение смерти, все еще крепок и амбициозен. Хотя трудно определить степень участия этих двух главнокомандующих в военных победах и поражениях во время противостояния Запада и Востока. Однако падение Хорезма, безусловно, лежит на совести султана. Уходите все отсюда! Императрица! Постойте. Как смеете вы притуплять волю султана к борьбе в тяжелые для страны времена? Уведите их и обезглавьте! Императрица! 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 В стране смерти разруха. Как можешь ты проводить дни в пьянстве? Как же я могла родить такого никчемного сына? Я никчемный. Да, ты права. Я провожу дни за вином. Но что ты дала мне сделать? Аллах покинул меня. Я ничего не могу сделать. Джебе и Субутай, эти два монгольских дьявола неустанно преследуют меня. Мне некуда бежать, негде скрыться. Что ты прикажешь мне делать? Неужели твоя сабля сделана из дерева? Почему ты не идешь и не сопротивляешься? Сопротивляться? Я уже сопротивлялся, но моя армия, встретив монголов, была разбита на голову. О, Аллах! С тех пор, как я пересек реку Амударья, я почти каждый день бегу, спасая жизнь.
Куда бы я ни пришел, не проходит 3 дней, как Джебе и Субутай догоняют меня. А твои министры, наши хан и Цинша. Они чуть не убили меня. Что? Министры и ханы Цинша, которых ты навязала мне, не только не помогли мне отбить нападение монголов, но замышляли убить меня. Сегодня я, к счастью, жив, но кто знает, когда я умру. Как такое может быть? Как такое может быть? Но это так. Уже так. С Хорезмом покончено. Он исчезнет из этого мира. Мать, давай вместе весело насладимся последними днями. Генерал Тимур Мелик. Императрица? Наши женщины, дети и старики прибежали сюда из Ургенча, чтобы укрыться от нападения Чингисхана и не быть убитыми Джебе и Субутаем. Его Величество Султан уже распорядился. Мне все равно. Я не собираюсь выслушать, какой план у моего неумелого сына. Мне сейчас нужен ваш совет. В горах возле города Нишабур есть старая крепость Халун. Это место легко защищать и трудно атаковать. Я уже подготовил армию сопровождать ваше высочество, султана и принцев, охранять вашу безопасность. Однако его Величество Султан... Не думай о нем, я уже устала смотреть на него. Проводи меня немедленно назад. Вы все слышали? Она назвала меня неумелым. Да, я неумелый. От меня нет толка. Но я еще помню, кто принес в Хорезм эту разрушительную войну. Это ее племянник, проклятый Хайр-хан. Если бы послушали меня и отправили этого злодея, и все награбленное им Чингисхану, не было бы этой войны. Но разве она послушала? Она получила от Хайр-хана сундук с драгоценностями, и грабитель сразу стал героем, а купцы — шпионами. Пришли монголы, и страна скоро будет разрушена. Однако эти ханы Цинша, на которых она опирается, могут только бежать, поджав хвост, едва завидев монголов. Все города один за другим попали в руки Чингисхана. В этой безнадежной ситуации что я могу сделать? Когда султан Мухаммед сидел в ожидании смерти, не зная, что делать, 2 20-тысячные армии 2 генералов Чингисхана, Джебе и Субутая, подходили к нему все ближе. Ваше Величество, достопочтенный султан, если ты уйдешь, кто защитит нас, правоверных? Кто защитит наши мечети? Мои подчиненные, вы ошибаетесь. Я выезжаю за пределы города, чтобы поохотиться. Я не брошу мечети правоверных. Вы сейчас же отправляетесь укреплять городские стены и углублять ров. Когда придут монголы, я поведу вас на защиту Нишабура, и мы уничтожим монголов у стен города. Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! После того, как жители города укрепят стены и сделают глубже ров, они обнаружат, что мы уже сбежали. Как они будут выражать свой праведный гнев и разочарование? Бежим. У нашего великого султана еще есть места, не занятые монголами, куда можно бежать. Необходимость в решающей битве, которую ты так ждешь, придет сама собой. 3 дня спустя монголы штурмуют Нишабур.
Монголы у стен города. Монголы пришли. Они действительно пришли. Монголы пришли. Султан и его армия бежали. Разве он не говорил, что уходит охотиться? Не заставил нас укреплять стены города и глубже ртиров? О боже, он предатель! Какой же он защитник! Он трус и негодяй! Теперь, когда султан бежал, кто защитит нас? Кто придет защитить нас, безоружных мусульман? Пусть великий Аллах накажет этого злодея. Если мы будем сопротивляться, они наверняка всех нас убьют. Если мы сдадимся, они, возможно, сохранят нам жизни. Так лучше нам сдаться. Вы очень послушны. Здесь есть императорский указ Чингисхана под красной печатью, написанный на уйгурском. Прочти его. Всемогущее небо даровало великому хану Чингисхану все земли от места, где восходит солнце, до места, где оно садится. Любой, кто сдастся, а также его жена, дети и родственники, получат помилование. Любой, кто окажет сопротивление, а также его жена, дети и ближние, будут убиты. Чингисхан Великой Монгольской империи. Вы поняли? Возвращайся и передай это городской знати. Скажи им не призывать народ, подобным муравьям, оказывать сопротивление монголам, подобным огню и воде. Хорошо. Говорите, куда бежала эта злобная старуха Таркен? В крепость Хулун. Вы отведете нас туда? Отведем. Крепость Хулун. Вдовствующая императрица! Вдовствующая императрица! Что стряслось? Монголы! Монголы! Что монголы? Монголы уже окружили крепость. А где мой сын, султан Мухаммед? Почему он не остановит монголов? Жители крепости Хулун не имеют привычки запасать воду, а в этом году уже несколько месяцев не было дождя. Я думаю, в крепости скоро кончится вода. Да? Я думаю, нам не нужно штурмовать крепость. Через несколько дней окружение, она падет сама. Слушайте, окружим крепость так плотно, чтобы не просочилась ни одна капля. Каспийское море, остров Абускун. В июне 1220 года султан Мухаммед встретился с монголами и был повержен. Он с трудом бежал к Каспийскому морю и укрылся на острове Абускун, который сейчас уже ушел под воду. Аллах, защити меня, не оставляй меня! Спустя полмесяца в крепости Хулун кончилась вода. Воды. 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 Скорее отправьте кого-нибудь найти для меня воды. Убивайте всех, кто осмеливается скрывать от меня воду. Вдовствующая императрица, мы не можем найти ни капли воды. Мне не важно сколько, только поскорее принесите мне воду, скорее! Хорошо. Эй, принесите воды. Позовите их выйти из крепости и попить воды. Эй, идите скорее попить воды. Вдовствующая императрица.
Мы сдаемся. Сдаемся. Если не сдадимся, мы умрем от жажды. Откройте крепость. Сдавайтесь. Вдовствующая императрица приказала открыть город и сдаться. Пить. Пить. Это мое. Мое. Пить. Воды. Вода. Это мое. Мое. Это мое. Моя вода. Императрица, вода! Вода, императрица! Вода! Дай мне немного попить, дай мне немного. Дай мне. Проваливайте! Или вы хотите поднять мятеж? Отойдите! Дайте сначала попить королевским наложницам и принцам. Ты вдовствующая императрица Таркен? Да. Но кто позволил тебе произносить мое имя? Скажи, все эти женщины и дети являются наложницами и принцами Его Величества Султана? Еще есть принцессы. Понятно. Дайте волю напиться наложницам и принцессам, но не давайте пить принцам. Почему? Почему принцам нельзя пить? Мертвецы не знают жажды. Уведите их и обезглавьте. Аллах! Аллах! Ты видишь, почему ты не разрубишь своей саблей, подобно молнии этих убийц? Мой бестолковый сын Султан Мухаммед, почему ты не идешь защитить своих сыновей? Где ты скрываешься? О, Аллах! О, Аллах! Лучше ли султану? Возможно, у него плеврит. Воды в брюшной полости все больше, лихорадка не проходит, к тому же нет никаких лекарств. Боюсь, что не нужно ему это говорить. Пусть он спокойно уйдет в сады рая. Какие еще плохие новости? Чингисхан отправил 3 своих сыновей с войсками в нашу старую столицу Ургенч. Это не является неожиданным событием. Еще пала крепость Хулун. Что? А что с императрицей, женами султана, принцессами и принцами? Императрица, жены султана и принцессы в плену у Джебе. Все маленькие принцы убиты. О, Аллах. Отец! 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 Он, должно быть, услышал печальные, горькие новости. Я умираю. Отец, не печалься. Мои умершие родные уже ждут меня в райских садах. Тех, кто умрет потом, я буду ждать в садах рая. Наша семья скоро воссоединится. Я покорил и правил такой огромной территорией.
Но, к несчастью, сейчас не осталось и дюйма земли, чтобы кинуть в мою могилу. Мне остается быть похороненным на этом крошечном заброшенном островке. Что ж, каждый день морские волны будут играть мне похоронные марши. Каждый день будут буревестники. Отец! Джалал-ад-Дин, я скажу тебе, это был приказ императрицы сделать Уасыл-Хая наследным принцем. Я приложу все силы, чтобы помочь своему младшему брату. Уасыл-Хей — это не потому, что отец не любит тебя, а потому, что кроме Джалал-ад-Дина больше некому спасти Хорезм. Поэтому я назначаю султаном Джалал-ад-Дина. Успокойся. У меня нет ни капли ненависти к тебе или к моему старшему брату. Хорошо. Теперь у вас новый султан. В декабре 1220 года султан Мухаммед умер. Он познал славу и унижение. Не было почести для султана, не было похоронной музыки, не было плача, так как они боялись, что потревожат преследовавших их монголов. Самое трагичное в том, что даже султан Мухаммед не предполагал, что и гроба у него тоже не будет. Будет лишь желтый песок на лице. Однако он, наконец, был избавлен от страха преследования монгольскими конями. Он тихо покоился на этом крошечном островке, который впоследствии поглотила морская вода. Прославляли или проклинали его потомки, никто из них не смог найти место, где он был похоронен. Идем. Мы должны добраться до Ургенча, до того, как туда прибудут 3 сына Чингисхана. 100-тысячная армия Ургенча и миллион его жителей – это наша единственная надежда разбить монголов и спасти Хорезм. Да здравствует Джалал-ад-Дин! Да здравствует Джалал-ад-Дин! Я подвел вас. Позволил жить в страхе. Потеряно более половины территории государства Хорезм. Погибли миллионы людей. Сейчас правоверные страдают. Я виноват перед вами. Я виноват и перед Аллахом. Прости меня, Аллах. Его высочество принца здесь. Дядя, я больше не принц. Не нужно этого. Мой хороший племянник, скажи дяде, что Джалал-ад-Дин заставил тебя передать ему звание кронпринца. Нет, это предсмертная воля султана. Составленная Джалал-ад-Дином? Я слышал это своими ушами. Так не может быть, дитя. Даже если это последняя воля султана, ты наследный принц, назначенный самой вдовствующей императрицей. Это незаконно, что султан самовольно поменял наследного принца. Незаконно. Сын, подготовься принять трон здесь. Послушайте, немедленно соберите по 1000 солдат, тайно окружите дворец и охрану Джалал-ад-Дина. Убейте принца Джалал-ад-Дина, генерала Тимур-Мелика и их охрану. Не оставляйте живым никого. Да. Старший брат. Старший брат, что случилось? Султан Джалал-ад-Дин. Принц Уасыл-Хей говорит, что его дядя и хан Цинша собирают войска, чтобы убить тебя. Брат, правда ли это? Они говорят, отец незаконно назначил тебя султаном, поэтому хотят убить тебя. Однако отец говорил, что кроме тебя никто не сможет спасти страну.
Хорошо, брат. Мой добрый брат. Султан, войска в городе — это все люди дяди. Они хотят выступить в час петуха. Нам только остается скорее покинуть Ургенч. Идем. История не терпит предположений. Если бы реакционные ханы Циньша не развязали внутренний конфликт и не прогнали султана Джалаладдина, который был умнее и смелее своего отца, возможно, результат сражения возле самого большого города Хорезма был бы иным. Осада древней столицы Хорезма Ургенча, 100-тысячная монгольская армия под командованием Джочи. Город Бухара. Жители Бухары, я султан Джалаладдин. Я хочу рассказать вам одну историю. Жители одного города, такого же богатого, как Бухара, пребывали в иллюзии, что враги могут быть милосердными. В ситуации, когда они больше не могли сопротивляться нашествию монголов, они отправили послов выпросить у врага обещание помилования. Открыли ворота и сдались. Однако монголы, войдя в город, вывели всех жителей, бедных и богатых, за городские стены. Затем отделили женщин от мужчин, отобрали 400 ремесленников и часть детей, а всех остальных убили до единого. Хотите ли вы узнать, где произошла эта страшная история? Хотите ли вы избежать этой трагической участи? Берите оружие и следуйте за мной. Только так мы сможем победить. Да здравствует Джалаладдин! Скольких жен они похитили у мужей? Скольких сестер и братьев разъединили? Берите оружие и убейте их, чтобы защитить нашу веру. Да здравствует Джалаладдин! Если вы опустите боевое оружие, это не сделает дьяволов ангелами. Мы сложим свои головы и прольем кровь, но не отдадим неверным весь Хорезм без боя. Да здравствует Джалаладдин! Дворец Самарканда. Хан, хорошие новости. Монах Чанчунь уже отправился из Яньцзиня в Самарканд. Да? Хорошо. Сегодня много хороших новостей. Мы это отпразднуем. Это пленные, отправленные Джебей Субутаем из Нишабура. Те, что моложе наложницы и дочери султана Мухаммеда. А старуха с кошкой — его мать, тетка Хайрхана, вдовствующая императрица Теркен. Садитесь все. Длинная борода, садись рядом со мной. Хан, Теркен императрица, и хотя она пленная, она все равно должна сесть. Так принято? Да. С давних времен традиционно принято передавать звание королей правителям покоренных стран. Хорошо. Дайте место императрице Теркен. Прошу садиться, императрица Теркен. Хан, видел ли ты кошку на коленях императрицы Теркен? Кошку? А это для чего? Она не может давать шерсть, ее нельзя доить. Ты посмотри, у нее разные глаза. В чем разница? Они разного цвета. Точно. Странно. Она мне нравится. Могу я попросить ее дать мне на несколько дней свою кошку поиграть? Это можно. Императрица Теркен, моей наложнице Хулан понравилась твоя кошка. Можешь ли ты дать кошку Хулан?
Нет, это моя кошка. Ты императрица покоренной страны и так грубишь мне? Охрана, здесь. Бросьте кошку и убейте ее. Не нужно, хан. Не трогай кошку. Какого она пола, мужского или женского? Ты разве не видишь, что она беременна, идиотка? Тогда подожди, когда она родит котят. Сможешь ли ты дать одного? Смотря в каком настроении я буду. Почему сегодня на пиршестве по случаю победы нет ни песен, ни танцев? Я слышал, что жители Хорезма хорошо поют и танцуют. Наложницы и принцессы, развлеките моих генералов, заслуживших высокие награды и почести. В чем дело? Ну что? Почему же никто из наложниц и принцесс не желает порадовать нас? Подождите. Как они могут танцевать, если им никто не будет петь? Ная, отойдите. Отойдите! На земле есть прекрасное место, Хорезм. Его великий султан, завоеватель мира. Правоверные 5 раз в день молятся Аллаху и ведут прекрасную жизнь. Правоверные 5 раз в день молятся Аллаху и ведут прекрасную жизнь. Но с восточной стороны налетел огонь и выжег множество полей и городов. Люди в тщетной надежде поливали слезами огонь, но они ошибались. Только мечом ненависти можно погасить огненного дьявола. Хватит петь!
Ты ищешь смерти? Не кричи на старых людей, ты и сам когда-нибудь состаришься. Я убью тебя. Мой внук Джалаладдин, с которым я плохо обошлась, убьет тебя. Талуй. Не нужно грубить императрице. Хорошо, отец. Императрица, мне очень понравилась твоя песня, а также понравились их танцы. Ная? Здесь. Позаботься как следует о том, чтобы они хорошо жили, не пренебрегая этим. Хорошо. Императрица, я хочу сообщить тебе хорошую новость. Ваш царствующий дядюшка отразил нападение 3 моих сыновей. Ваш новый султан Джалаладдин уже собрал 80-тысячную армию, чтобы отвоевать южные территории, захваченные моими генералами Джебе и Субутаем. Спасибо, что поделился со мной этой вселяющей радость новостью. Однако, я не могу не сообщить тебе и плохую новость. Я приказал 3 своим сыновьям безжалостно атаковать город Ургенч, который осмелился сопротивляться. Кроме того, я собираюсь лично преследовать Джалаладдина. Аллах не допустит твоей победы. У меня нет выбора. Ваше Величество, хан! Встаньте. Я даю тебе задание остаться и позаботиться об армии. Гуабаюй отвечает за связь. Как только приедет даосский монах, немедленно известите меня об этом. Джебе и Субутай отправили гонца доложить, что по дороге они хотят наказать племя Цинша, что к северу от Каспийского моря, которое когда-то укрыло твоего злейшего врага, правителя меркитов. Пусть гонец передаст мой приказ. После того, как они проучат их, пусть возвращаются через степи Цинша северной дорогой прямо в монгольские степи. Мухаммед превратился в ходячий труп. В то время как завоеватель Восточного мира, хотя и чувствующий уже постепенное приближение смерти, все еще крепок и амбициозен. Хотя трудно определить степень участия этих 2 главнокомандующих в военных победах и поражениях во время противостояния Запада и Востока. Однако падение Хорезма, безусловно, лежит на совести султана. Уходите все отсюда! Императрица! Постойте. Как смеете вы притуплять волю султана к борьбе в тяжелые для страны времена? Уведите их и обезглавьте! Императрица! 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 В стране смерти разруха. Как можешь ты проводить дни в пьянстве? Как же я могла родить такого никчемного сына? Я никчемный. Да, ты права. Я провожу дни за вином. Но что ты дала мне сделать? Аллах покинул меня. Я ничего не могу сделать. Джебе и Субутай, эти 2 монгольских дьявола неустанно преследуют меня. Мне некуда бежать, негде скрыться. Что ты прикажешь мне делать? Неужели твоя сабля сделана из дерева? Почему ты не идешь и не сопротивляешься? Сопротивляться? Я уже сопротивлялся, но моя армия, встретив монголов, была разбита на голову. О, Аллах! С тех пор, как я пересек реку Амударья, я почти каждый день бегу, спасая жизнь. Куда бы я ни пришел, не проходит 3 дней, как Джебе и Субутай догоняют меня. А твои министры, наши ханы Цинша? Они чуть не убили меня. Что? Министры и ханы Цинша, которых ты навязала мне, не только не помогли мне отбить нападение монголов, но замышляли убить меня. Сегодня я, к счастью, жив, но кто знает, когда я умру. Как такое может быть? Как такое может быть? Но это так. Уже так.
С Хорезмом покончено. Он исчезнет из этого мира. Мать, давай вместе весело насладимся последними днями. Генерал Тимур-Мелик. Императрица? Наши женщины, дети и старики прибежали сюда из Ургенча, чтобы укрыться от нападения Чингисхана и не быть убитыми Джебе и Субутаем. Его Величество Султан уже распорядился. Мне все равно. Я не собираюсь выслушать, какой план у моего неумелого сына. Мне сейчас нужен ваш совет. В горах возле города Нишабур есть старая крепость Халун. Это место легко защищать и трудно атаковать. Я уже подготовил армию сопровождать ваше высочество, султана и принцев, охранять вашу безопасность. Однако его Величество Султан... Не думай о нем, я уже устала смотреть на него. Проводи меня немедленно назад. Вы все слышали? Она назвала меня неумелым. Да, я неумелый. От меня нет толка. Но я еще помню, кто принес в Хорезм эту разрушительную войну. Это ее племянник, проклятый Хайр-хан. Если бы послушали меня и отправили этого злодея, и все награбленное им Чингисхану, не было бы этой войны. Но разве она послушала? Она получила от Хайр-хана сундук с драгоценностями, и грабитель сразу стал героем, а купцы — шпионами. Пришли монголы, и страна скоро будет разрушена. Однако эти ханы Циньша, на которых она опирается, могут только бежать, поджав хвост, едва завидев монголов. Все города один за другим попали в руки Чингисхана. В этой безнадежной ситуации что я могу сделать? Когда султан Мухаммед сидел в ожидании смерти, не зная, что делать, две 20-тысячные армии двух генералов Чингисхана, Джебе и Субутая, подходили к нему все ближе. Ваше Величество, достопочтенный султан, если ты уйдешь, кто защитит нас, правоверных? Кто защитит наши мечети? Мои подчиненные, вы ошибаетесь. Я выезжаю за пределы города, чтобы поохотиться. Я не брошу мечети правоверных. Вы сейчас же отправляетесь укреплять городские стены и углублять ров. Когда придут монголы, я поведу вас на защиту Нишабура, и мы уничтожим монголов у стен города. Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! Да здравствует султан, великий защитник нашей религии! После того, как жители города укрепят стены и сделают глубже ров, они обнаружат, что мы уже сбежали. Как они будут выражать свой праведный гнев и разочарование? Бежим. У нашего великого султана еще есть места, не занятые монголами, куда можно бежать. Необходимость в решающей битве, которую ты так ждешь, придет сама собой. 3 дня спустя монголы штурмуют Нишабур. Монголы у стен города. Монголы пришли. Они действительно пришли. Монголы пришли. Султан и его армия бежали. Разве он не говорил, что уходит охотиться? Не заставил нас укреплять стены города и глубже ров? О боже, он предатель. Какой же он защитник. Он трус и негодяй. Теперь, когда султан бежал, кто защитит нас? Кто придет защитить нас, безоружных мусульман? Пусть великий Аллах накажет этого злодея.
Если мы будем сопротивляться, они наверняка всех нас убьют. Если мы сдадимся, они, возможно, сохранят нам жизни. Так лучше нам сдаться. Вы очень послушны. Здесь есть императорский указ Чингисхана под красной печатью, написанный на уйгурском. Прочти его. Всемогущее небо даровало великому хану Чингисхану все земли от места, где восходит солнце, до места, где оно садится. Любой, кто сдастся, а также его жена, дети и родственники, получат помилование. Любой, кто окажет сопротивление, а также его жена, дети и ближние, будут убиты. Чингисхан Великой Монгольской империи. Вы поняли? Возвращайся и передай это городской знати. Скажи им не призывать народ подобным муравьям оказывать сопротивление монголам, подобным огню и воде. Хорошо. Говорите, куда бежала эта злобная старуха Таркен? В крепость Хулун. Вы отведете нас туда? Отведем. Крепость Хулун. Вдовствующая императрица! Вдовствующая императрица! Что стряслось? Монголы! Монголы! Что монголы? Монголы уже окружили крепость. А где мой сын, султан Мухаммед? Почему он не остановит монголов? Жители крепости Хулун не имеют привычки запасать воду, а в этом году уже несколько месяцев не было дождя. Я думаю, в крепости скоро кончится вода. Да. Я думаю, нам не нужно штурмовать крепость. Через несколько дней окружения она падет сама. Слушайте, окружим крепость так плотно, чтобы не просочилась ни одна капля. Каспийское море, остров Абускун. В июне 1220 года султан Мухаммед встретился с монголами и был повержен. Он с трудом бежал к Каспийскому морю и укрылся на острове Абускун, который сейчас уже ушел под воду. Аллах, защити меня, не оставляй меня! Спустя полмесяца в крепости Хулун кончилась вода. Воды. 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 Скорее отправьте кого-нибудь найти для меня воды. Убивайте всех, кто осмеливается скрывать от меня воду. Вдовствующая императрица, мы не можем найти ни капли воды. Мне не важно сколько, только поскорее принесите мне воду, скорее! Хорошо. Эй, принесите воды. Позовите их выйти из крепости и попить воды. Эй, идите скорее попить воды! Вдовствующая императрица, мы сдаемся. Сдаемся. Если не сдадимся, мы умрем от жажды. Что ж, я очень хочу сделать то, что вы мне говорите. Однако кое-кто здесь не согласен. Кто? Кто осмелился не согласиться? Пусть он выйдет.
Мой солдат был убит теми, кто задумал убить меня. Пусть Аллах в своем яростном гневе разнесет сатанинскую голову этого бунтовщика. Да здравствует султан Мухаммед! Долгих лет жизни нашему султану! Отец, нельзя дать ему уйти! Они в страхе не знают, куда бежать. Джебе позаботится об этом деле вместо меня. Докладываю вам, генералы, жители города наотрез не хотят вас слушать и отказываются отдавать вам что-либо. Что же, Субутай, Придется сражаться? брось. Важнее догнать султана Мухаммеда. Выступаем! Монголы уходят! Ну что, они еще что-то кричат? Убить их всех без исключения, остановиться! Захватить город, убить всех жителей! Братья, чего вы ждете? Вперед! Вперед! В то время как Джебе и Субутай захватывали город, султан Мухаммед и его охрана спешно бежали в город Нишабур. А покинувший султана главный министр сошелся лицом к лицу с триумфально возвращающимся Джебе. Город Нишабур. Приветствую тебя, вдовствующая императрица-мать и образец женской добродетели. Генерал Тимур-Мелик, почему твой великий султан не пришел встретить меня? Он не знает, что вы прибыли в город Нишабур. Чем он занят? Он плохо себя чувствует, как физически, так и морально. Отведите меня к нему. Завоеватель западного мира султан. Преданность слуги познается в трудное для государства время. Настоящий герой рождается в смутные времена. Подобно героям Хорезма Цешили, Тимур-Мелику и Джалаладдину, все они достойны называться преданными слугами страны и народными героями. Перед лицом захватчиков они показали свою отвагу. Они заставили Чингисхана уважать себя. Их имена навсегда останутся в истории такими же яркими, как имена их победителей. Чингисхан. Главный руководитель проекта Джангу Амин. Идея Гэ Цзянь. С
Сценарий Шу Чжисянь, Чжу Яутин. В главных ролях Ба Лин, Сажень Гауа, Джао Хэнсюань. Главный оператор Гэ Житу. Постановка трюков Цзэ Вэйчун. Музыка Джан Чаньи. Главный продюсер Батыр. Режиссер Чжу Вэньцзе. 28-я серия. Султан совсем потерял разум. А этот рожденный тюркской неразумной женщиной принц Джалаладин постоянно зарится на место кронпринца. Если он придет к власти, нам, людям Тиньша, не поздоровится. Нужно избавиться от султана Мохаммеда и сделать наследного принца новым султаном. Избавимся сейчас же. Идем. Не нужно верить всему, что говорит эта ведьма. Но не верить совсем мы не можем. Да в это совершенно невозможно верить. Брось, хватит. Неважно, что говорит Дуали. Когда-то ты тоже не соглашался вступать в Газни и Ирак. Отец, я не согласен бежать, сломя голову. Хватит. Не стоит тратить слов на тему, которую мы уже обсуждали 100 раз. Сегодня я хочу тебе сказать то, что ты должен навсегда запомнить. Война — это не детская игрушка. Ваше Величество, сегодня вечером вам лучше не покидать свою охрану. Почему? Потому что кто-то вас хочет убить. Стреляйте! Кто-то убил его величество султана! Султана стреляли! Слушайте, вчера вечером султан Мохаммед отправился к праотцам. Сейчас его душа уже в райских кущах вместе с прошлым правителем. Как главный министр по приказу вдовствующей императрицы Теркен, я объявляю маленького наследника принца новым султаном. Принц Джалаладин, скорее сойдите с коня и поклонитесь новому султану.